Вы смотрите «Итоги дня» на канале Якутия-24. В студии Иван Лазаренко. И вот главные темы выпуска. Продолжается разбор завалов на месте мощного взрыва во Владикавказе. Есть первые версии случившегося. Глава республики А.С.Н. Николаев встретился с руководителем Минприроды России Александром Козловым и обсудил ряд важных вопросов. На фоне пандемии активизировались мошенники. За прошлый год на Дальнем Востоке выявили 5 финансовых пирамид. Количество заболевших коронавирусной инфекцией сокращается. По всей республике продолжается кампания по вакцинации жителей. Легко ли дается обучение на игре на хомусе? Никаких успехов уже достигли нерюнгринцы. Якутские буддисты празднуют Восточный Новый год. Фестивали, гулянья и религиозные обряды продлятся 15 дней. Около 100 спасателей продолжают разбор завалов на месте мощного взрыва во Владикавказе. ЧП произошло в супермаркете «Магнит» на улице Гакаева. По информации спасательных служб, одноэтажное здание магазина полностью разрушено. Возгорание не последовало. По предварительной версии, причиной произошедшего стала утечка газовоздушной смеси. Также сообщается, что в подвале супермаркета хранились кислородные баллоны. Сообщается, что компания-арендатор не имела доступа в иные помещения торгового центра, в том числе в цокольный этаж, где предположительно велись строительные работы. Выживший после мощного взрыва 33-летний Зураб Засеев рассказал о случившемся. Работал в этом здании, ночью работал. Под утро заснул, потом от взрыва проснулся. Как-то выполз оттуда. Как состояние ваше? Врачи осмотрели вас? По оперативным данным, сегодня около 15 часов на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании в частном жилом двухэтажном доме по улице Билибина в Якутске. К месту пожара незамедлительно были направлены силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Уже через 5 минут на месте работали огнеборцы. На момент прибытия первого подразделения из окон второго этажа шел черный дым. К счастью, на момент возгорания никого в доме не было. Погибших и пострадавших нет. На момент прибытия первого подразделения из окон второго этажа шел черный дым. На данный момент проводится тушение пожара. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Обстоятельства и причины возникновения пожара устанавливаются. В тушении пожара задействованы 4 единицы пожарной техники и 22 человека личного состава. Также сегодня в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о том, что горит двухэтажный жилой дом на улице Донская в городе Ленск Ленского района. На момент прибытия пожарного подразделения через 5 минут горела открытым огнем стена в квартире. В результате пожара огнем повреждены одна из квартир на общей площади 15 квадратных метров, также электропровод в другой квартире на площади 2 погонных метра. Эвакуированы 6 человек. Жилой дом спасен. Причина предположительно короткое замыкание электропровода. Виновное лицо и ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 14 человек личного состава и 4 единицы техники. В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и образовательных организаций по указанию Генерального прокурора России органами прокуратуры республики организованы и проводятся проверки соблюдения требований федерального законодательства при организации питания детей. Так, данные проверки прокуратурой города Якутска с привлечением специалистов управления Роспотребнадзора проводятся в школах и детских садах столицы. В ходе проверки оценивается соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Дается оценка качеству оказываемых услуг сторонними организациями, обеспечение условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличие документов, подтверждающих их безопасность и качество, а также обеспечение надлежащим горячим питанием учащихся начальных классов. Сегодня такая проверка прошла в столичной школе номер 5. По результатам лабораторных исследований, проведенных в вирусологической лаборатории Центр гигиены и эпидемиологии, у 9 заболевших детей выявлена норовирусная инфекция. По предписанию Управления Роспотребнадзора по республике с 11 числа деятельность детского сада номер 18 «Прометейчик» города Якутска приостановлена для проведения заключительной дезинфекции и генеральной уборки. Эпидемиологическое расследование и проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
По результатам лабораторных исследований у 9 детей и 2 работников детского сада были обнаружены норовирусы, а пробы воды, готовых блюд, смывы, дезрастворы и антисептические средства соответствовали требованиям. Детский сад предписанием Роспотребнадзора был закрыт на дезинфекционную обработку. Заключительная дезинфекция проведена в полном объеме силами специализированной организации. Дети находятся под медицинским наблюдением. Дальневосточное главное управление Банка России в 2020 году выявило 5 финансовых пирамид. Они были зарегистрированы в Приморье, Хабаровском крае и Якутии, однако привлекали деньги жителей и других регионов страны. Так проводилась работа в отношении лжетрейдера, который обещал от имени потерпевших участвовать в торгах на бирже. Люди, желая быстро заработать, несли по 5, а то и по 10 миллионов рублей. Вместе с тем, на фоне пандемии мошенники активизировались в онлайн-пространстве, вырос интерес людей к возможности дополнительного заработка. Нелегалы стали чаще предлагать доход от участия в различных интернет-проектах. Черные кредиторы тоже быстро освоились в киберпространстве, однако выдача нелегальных суд все же чаще происходила из рук в руки. Так сложней отследить движение средств. К примеру, за прошлый год в Якутии выявили 14 таких черных кредиторов. На сегодняшний день в Якутии зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, отметила на брифинге заместитель руководителя регионального оперативного штаба Ольга Балабкина. В Якутске новых случаев 29. Наибольшее количество заболевших среди районов в Мирнинском. Вице-премьер обратила внимание на эпидситуацию в Аймиконском и Тампонском районах, в которых вирус уходит в отдаленные села. Необходимо обратить внимание, что в Аймиконском и Тампонском районе, в котором зарегистрировано 4 случая, все-таки случаи, те, которые зарегистрированы, к сожалению, они уходят в дальние поселения. Поэтому сегодня одной из основных задач, которая поставлена перед оперативными штабами районов, это не допустить распространения вируса и инфекции в отдаленные поселения, которые у нас в силу наших природно-климатических условий оставались чистые до настоящего времени. Тем временем в республике продолжается вакцинация. Первую дозу вакцины против новой коронавирусной инфекции получили 26 504 человека, в том числе за сутки 61. Вторую дозу вакцины получили 4020 человек, в том числе за сутки 771. В ближайший период ожидается следующая поставка вакцин в Якутию. Все желающие приглашаются на вакцинирование. Ольга Балабкина подчеркнула, что, несмотря на некоторую стабилизацию эпидситуации, ограничительные меры продолжают действовать на всей территории Якутии. А крупные производственные предприятия при участии медицинских учреждений начали организовывать пункты по вакцинации своих работников от COVID-19. В Алданском районе одним из первых, кто открыл такой пункт на своей территории, стало одно из золотодобывающих предприятий. Жители поселка Нижний Куранах восприняли инициативу положительно и принимают в вакцинации от коронавируса самое активное участие. Сидеть и бояться, когда я заражусь этим ковидом, так сказать. А тут поставил, и уже я полностью уверен. Вот к родителям уже смело хожу, а то они вот так и говорят, что, мол, ты не приходи там туда-сюда, ты в обществе работаешь, все такое. А так смело вот уже я себя чувствую уверен, намного увереннее чувствую себя. Горячая вода есть, а вот холодной нет. Умываться практически кипятком несколько месяцев приходилось жильцам дома на шоссе 50 лет октября. С просьбой решить их проблему жильцы обратились на телевидение. Анна Винокурова разбиралась в этой ситуации. Собственно, холодной воды у нас опять нет. Холодная вода то исчезает совсем, то течет тонкой струйкой. С такой проблемой столкнулась Оксана Матрёнина и остальные жители подъезда. По словам женщины, перебои с водоснабжением в многоэтажке по адресу 50 лет октября 4 происходят всю зиму. Вот скриншот звонков в аварийку. С 1 февраля тщетно. Личное обращение к директору управляющей компании и в интернет-приемную городской администрации тоже результатов не дали. Городская администрация на это не отвечает никак, хотя мы тоже обращались, и управляющая компания также не отвечает никак. Мы ежедневно обращаемся и в ЖЭУ, и в аварийно-диспетчерскую службу, но результата никакого, как вы видите.
Это уже несколько месяцев длится, мы не можем найти никакой правды. Руководство МПЖХ не выходит с нами на связь, игнорирует любые обращения. Поэтому мы вот решили таким образом эту проблему осветить. Проблема в подъезде, оказывается, возникла из-за засоренного стояка. Труба перемерзла, образовался шлак и перекрыл путь холодной воде. Случай редкий, практически единичный, говорит руководитель МПЖХ Михаил Шишков. Хоть и к зиме организация была готова, а вот официального обращения от жителей коммунальщики не получали. У нас зафиксировано обращение в ВДС в конце января месяца. Официально, письменно в приемную она не писала ни по электронной почте, ни приходила к нам заявление, не писала. Хотя до нее доводили информацию главный инженер до жительницы, что чтобы получить акт, вам необходимо прийти к нам, написать заявление, либо написать по электронной почте и отправить. Тут как бы имеет место немножко какой-то провокационный момент. Это по моему личному мнению. Провокация или нет, но после визита съемочной группы в этот же день холодная вода в квартире мирнинцев вернулась. Рабочие вскрыли стояки и прочистили трубы. Очень хотелось бы узнать, неужели 40 минут, потраченных на устранение этой проблемы, стоили того, что это было доведено до абсурда? Чтобы не доводить до абсурда, жителям и сотрудникам управляющей организации стоит найти общий язык, минуя СМИ. Если до диспетчерской не удается дозвониться, гражданам стоит написать официальное заявление в адрес управляющей компании. В последний документ обязаны зарегистрировать и выдать копию. В таком случае при бездействии коммунальщиков свою правоту будет проще доказать. И уже в суде. Анна Винокурова, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Сейчас мы прервемся буквально на пару минут. Не переключайтесь и смотрите далее. В ближайшие 3 года в Якутске будет осуществлен проект благоустройства и озеленения. Первые работы начнутся на улице Пояркова. Легко ли дается обучение на Хамусе? Никаких успехов достигли нерюнгринцы. Якутские буддисты празднуют Восточный Новый год. Фестивали и гуляния продлятся 15 дней. Мы продолжаем. Вы смотрите итоги дня. Размер ряда социальных пособий и выплат увеличился на 4,9% с 1 февраля в России. Отмечается, что рост социальных выплат коснется инвалидов, ветеранов боевых действий, подвергшихся радиации людей, героев Советского Союза и России, а также героев труда и граждан, пострадавших на производстве. Также стало известно, что правительство выделило более 1 миллиарда 100 миллионов рублей на выплаты медикам за выявление у пациентов онкологии. Кроме того, более 18 миллиардов 300 миллионов рублей будут распределены территориальным фондом обязательного медицинского страхования на оплату труда медперсонала. Глава Республики Айсен Николаев обсудил с руководителем Минприроды России Александром Козловым вопросы развития системы охраны лесов, включая обеспечение противопожарных мероприятий и защиту лесов от шелкопряда. Айсен Николаев обратил особое внимание министра на необходимость совершенствования методики расчета субвенций регионам на осуществление противопожарных мероприятий. В частности, речь шла об обеспечении содержания лесопожарных формирований, пожарной техники и оборудования, а также систем связи и оповещения, мероприятий, направленных на прием и учет сообщений о лесных пожарах и оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности. На встрече было уделено внимание и вопросам, касающихся строительства инженерных сооружений на реках Вилюй и Яна, а также создания объединенной дирекции арктических особо охраняемых природных территорий. Первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков 13 февраля выступит с ежегодным отчетом исполнительных органов государственной власти республики по курируемому блоку. Кирилл Бычков курирует вопросы экономики, инвестиционной и налоговой политики, разработки инвестиционной программы Якутии, организации предоставления государственных и муниципальных услуг региона, строительства, развития строительного комплекса и архитектуры, промышленной политики, геологии и недропользования, а также занятости и баланса трудовых ресурсов. Прямой эфир будет транслироваться на телеканалах НВК «Саха», Якутия-24 и радио «Тытим» с 11 до 12 часов 30 минут по якутскому времени. Вопросы во время прямого эфира можно будет задать по телефону 320111. Также вопросы можно отправлять на портал «Якутия Клик».
В ближайшие 3 года в Якутске будет осуществлен проект благоустройства и озеленения. Первые работы начнутся с дворовой территории домов 17, 19 и 21 на улице Пояркова. Сегодня с подрядчиками и руководством управы Центрального округа встретился исполняющий обязанности мэра столицы Евгений Григорьев. Стороны осмотрели территорию, обсудили объем работы и дальнейшие действия. Виктория Федорова продолжит. Жильцы этих домов давно пытаются добиться ремонта своей дворовой территории, а именно проезжей части. Всего в 7 многоквартирных домах здесь проживают около 1500 людей. Я здесь живу практически изначально с этого, как вот дом сдался, мы тут дольщики. Вот здесь дорога убитая вообще невозможно. Здесь постоянно Здесь, во-первых, не было никогда асфальта, здесь был цемент изначально положен, цемент. И вот этот цемент, он весь оседает в квартирах, когда машины ходят, а машин здесь немерено. Исходя из жалоб и предложений, поступивших в управу Центрального округа, столичной администрацией было принято решение в числе первых включить этот двор в 3-летний проект благоустройства Якутска. В этом дворе мы наведем порядок. Это вот тот первый двор, который попал в 3-летку благоустройства первого года. Всего мы в этом году планируем отремонтировать 16 дворовых территорий. Сейчас ведется активная фаза подготовки проектно-сметной документации, готовимся к торгам. Поэтому уже есть торги, вот подрядчик присутствует сегодня. Мы спросили, каков у него опыт. Подрядчиком выбрана строительно-транспортная компания «Стена». Уже названы предварительные сроки работы. Ну, я думаю, в срок уложимся. В принципе, проект нормальный, все сделано как должно быть. Замена полностью дорожного полотна, которое разрушено вот сейчас на данный момент. Плюс еще тротуары, установка бордюров. Тротуарная плитка замена будет. Опыт работы у нас уже есть. Такими объектами, это не один объект у нас. К концу лета эта дворовая территория обретет совершенно новый вид. Ремонтные работы планируют начать уже с конца мая. Сначала проложат новый асфальт на проезжей части, затем силами управляющей компании будет произведен косметический ремонт детской площадки. Асфальтирование этой территории площадью 5000 квадратных метров обойдется городскому бюджету в 14 миллионов рублей. Всего же в этом году на реализацию мероприятия по благоустройству Якутска предусмотрено порядка 200 миллионов рублей. Виктория Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Человек, чье имя связано с созданием департамента по прогнозированию, подготовке и расстановке кадров при правительстве региона, благодаря которому тогда и сегодня выпускники школ получают высшее образование за пределами республики, сегодня отмечает свой 80-летний юбилей. В 90-х годах по инициативе первого президента республики Михаила Николаева был создан департамент прогнозирования, подготовки и расстановки кадров при правительстве Якутии. Тогда на место руководителя был назначен Матвей Мучин. Благодаря его умению вести диалог и сотрудничество, Якутия смогла выстроить хорошие связи с ведущими вузами страны, куда в последующем направлялись обучаться выпускники республиканских школ. Отмечая эту юбилейную дату, сегодня состоялось торжественное мероприятие, где юбиляра поздравили не только выпускники вузов, но и студенты, которые обучаются в центровузах и получают достойное образование. И мы, сегодня сфера культуры, который руковожу министерством, собрались и в эти дни, я сегодня ему тоже все вручу, как благодарные воспитанники, ученики, которые под линией департамента стали мастерами своего дела. Цирковые артисты, мастера сцены, выпускники консерваторий центральных. И все, кто. И завтра, вот Матвея Васильевича мы ждем на спектакле «Керекен» в Сахатеатре, как выпускники Щепкинского училища. Один из наборов более 20 лет назад, когда был отправлен именно в годы образования нашего департамента. То есть в республике сегодня, надо сказать, проживает огромное количество благодарных учеников, которые проучились по линии этого департамента. Хамус приобретает все большую популярность среди нерюнгринцев. Он стал инструментом, который с удовольствием осваивают как дети, так и взрослые. Благодаря участию в конкурсах и фестивалях всероссийского уровня этот национальный инструмент слышно далеко за пределами Якутии. Ирина Кичигина расскажет, легко ли дается обучение и каких успехов уже достигли нерюнгринцы. Девушка славянской внешности из Нерюнгри, виртуозно играющая на якутском национальном инструменте, это действительно интересно и необычно. Однажды Анну Тарасову попросили помочь подготовить сотрудницу предприятия «Газпром Трансгаз Томск» Татьяну Зюськову к участию в корпоративном фестивале «Новые имена». Анна с удовольствием согласилась и принялась обучать свою первую ученицу. Занимались и обучались мы полгода.
Это было, да, это было сложно, трудно, но в то же время это было очень интересно и увлекательно. И несмотря на то, что это такой маленький музыкальный инструмент, он довольно-таки травматичный, потому что это разбитые губы, это кровь. Но когда на нем играешь и порой удивляешься, какую гамму звуков он... Результат не заставил себя долго ждать. Работа получилась насыщенная творческими находками и новыми идеями. Дуэт Крис Хар, что означает «снежные девушки», стал лауреатом второй степени в номинации «Фольклор». Сегодня прошло награждение участников и лауреатов, которые представляли Нерюнгри. Данное мероприятие важно как и в целом для нашего коллектива, так и в принципе для района. Для того, чтобы понимать масштабы всего мероприятия, то есть участвовали все филиалы нашего общества от Омска до Камчатки. То есть, соответственно, география очень обширная. Ну и хочу пожелать творческому коллективу, уже состоявшемуся, да, творческих побед. Ну и чтобы нас радовали. Фестиваль «Новые имена» имеет огромное значение для развития народного творчества. Он давно стал кузницей талантов для профессиональной сцены. Теперь и наши хомусистки вошли в его историю. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Команда арктической экспедиции известного блогера Богдана Булычева доехала до полярной метеостанции мыс Кигелях, находящейся на острове Большой Ляховский, который, в свою очередь, входит в архипелаг Новосибирских островов. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил сам блогер. Участники экспедиции через полюс холода путешествуют на 2 автомобилях. Богдан Булычев отметил, что в ближайшие дни участники экспедиции будут изучать острова и снимать видео для своего YouTube-канала про путешествия. Впереди у участников экспедиции еще большая часть маршрута и около 20 дней путешествия по Арктике, северу Якутии и Магаданской области. Когда закончилась полярная ночь. На площади Ленина в столице региона заработал уличный ледовый каток. Инициатором проекта стал основатель экстрим-парка «Арена-31» Николай Мартынов. Каток обустроили водоканал совместно с Советом отцов Якутска. Открытие катка прошло в торжественной обстановке. После долгой зимы и пандемийных ограничений такая общественная инициатива, как глоток свежего воздуха. На заливку ушло более 200 кубометров воды. По периметру уличный каток украсили фонарями. А кататься на льду можно каждому, вход абсолютно бесплатный. По традиции соорудили мини-кафе, также пункт проката коньков. Он будет работать до последнего участника. Организаторы просят горожан и гостей соблюдать все меры безопасности. Так, вход в помещение только в маске, а вот на льду маску уже можно снимать. Кроме того, во избежание массового столпотворения пункт проката принимает по 1 посетителю. Это вообще является и общественной инициативой. Идея пришла нашей команде, с моими ребятами, моим друзьям еще 4 года назад. Идея в том, что тогда мы подали этот проект как эксперимент и спросили после того, как мы сделали этот каток, у горожан, нравится ли вам эта идея и прижилась ли она, мы начали изучать общественное мнение. Да, она прижилась, да, всем очень понравилось, но были определенные пожелания, допустим, чтобы он был не маленько красивее, маленько больше размерами, да, и вот эти вот пожелания мы с каждым годом пытались учесть, и вот мы сегодня видим, буквально на 4-й год, во что это превратилось. Для меня, как инициатора этой идеи, очень приятно, конечно же, в первую очередь, безусловно, о том, что этот проект стал абсолютно самостоятельным. Якутские буддисты празднуют Восточный Новый год. Это самый длинный и важный праздник в лунном календаре. Фестивали, гуляния и религиозные обряды продлятся 15 дней. Однако, разумеется, в этом году формат празднования изменился. Теперь вместо переполненного датсана онлайн-эфиры, а вместо встречи гостей тесный семейный круг. Об особенностях и обычаях Восточного Нового года в материале Саргаланы Неустроевой. Вот теперь металлический бык официально вступил в свои права, придя на смену крысе. Однако и здесь оказались свои подводные камни. Бык на самом деле корова, и символизирует она не что иное, как женское начало. У нас, как по восточному календарю, есть 12 животных. И каждый год, вот этот уходящий год, это год мыши. Сейчас наступает год коровы. Именно не год быка, да, как многие ошибаются, а именно год коровы. Почему? Потому что это женский год. Этот год считается как бы корова, она трудолюбивая, да, усердная, да, и этот год любит именно усердных
От многого, к сожалению, в этом году пришлось отказаться. Так, например, во время празднования принято ходить в гости, устраивать массовые гуляния и обмениваться подарками. Впрочем, как и во время привычного для россиян Нового года. Сейчас же встречи заменились на видеозвонки, а празднование проходит в самом узком семейном кругу. 25 декабря Рождество празднуется корейцев. А в сам Новый год все встречают только в семьях. Таких больших вот праздников не бывает. Хотя сейчас вот как бы тоже начинают в кафе там и так далее. Но в связи с пандемией мы сейчас отменили все это мероприятие. Поэтому вот такими маленькими группками в семьях отмечаем этот праздник. Этот период буддисты прозвали «белым месяцем», в течение которого нельзя злиться или желать кому-то плохого. Наоборот, надо совершать как можно больше добрых поступков и ко всему относиться проще и доброжелательней. Что называется, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Саргалана Неустроева, Григорий Николаев, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Такими оказались итоги дня сегодняшнего. На этом я с вами прощаюсь. Не забывайте носить маски и соблюдать социальную дистанцию.